Так, вы в эфире. Ассалам алейкум. Да, будет, как найти. Ва алейкум салам. Кина будет. Да, мула. Так, подождем, пока соберутся. Я тут пока быстренько все настраивал. Как обычно, у меня возникают всегда с техникой проблемы. Так. Нет, Джахар Дудаев, только начали. Джахар Дудаев, только начали. Ва алейкум салам, Беслан Закаев. Ва алейкум салам. Фамилия, имя, фамилия, Хавиан. Салам, Кирдук, Аделлак, имя, фамилия. Ва алейкум салам. Как меня видно, как звук? Сергей, Украина. Привет, мой чеченский друг с Украины. Приветствую, Сергей, Украина. Рамзан Яяев. Ва алейкум салам, Рамзан Яяев. Владимир Тим. Привет, Владимир. Ассалам алейкум, хум позитив, хайели. Юзер Спайдерман спрашивает. Ва алейкум салам, хум позитив. Дукка Юсум позитив, хайел. Салам из Мариэл. Маршал Дуик Аслан. Грегор Ва. Маршал Хиль. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Видно, слышно хорошо, супер. И картинка как, ребят? Юсуф, Франция, Цамат Догайтер Дубов. Моха Юсуф, Франция спрашивает, когда нам можно будет ехать домой. Можно будет ехать домой, когда мы освободим свою родину. Asna Hawaii президент вот визер вай босер дерца визер и бал барсу يشك президент دقيق دون الحقيقة دولش сагуач он сразу добошик вай свал намного эзершк свал уля на бу я этого не заслужил, так что и что дюйцерой. Я просто правозащитник. Я пытаюсь в сегодняшнем положении, тысяч халк положение елшхайна, قومت على احتجاج دقيق دغيرت и все. قيسا تا عالشويات قطاع ومدات. Так. Харар даюли лакар сааб шейнаш. Так, как найти Аслан? Порядочный Адам Дуй Болером. Как найти? Вау, Сейгар Эльч, не искрдует еще. Порядочный, да. Нар Алдис имел порядочного. Так, привет всем. Давненько меня здесь не было, говорит Кристина. Кристина говорит. Привет, Кристина. Лайк, Ях Масера, Нисбах. Лайк стоих наш эрболитер билеч дочь, беш эрбогор бо. Так. Харюга та юга кигари би асқунах. Харар уюар запланировать нюхца да эльсер. У меня, короче говоря, всегда бывают какие-то сбои. Так. С чего начнем? Ва алейкум салам, чино. Хауми телефон, хаусархо, контроль яшвик. Привет из Пятигорска. Салам алейкум из Панкисии. Дауд Борчашвили. Ва алейкум салам, Панкисия. Ингушетия с тобой. Я тоже хаваш с Ингушетией. Да, аль-Мулла. Так. Собор давайте, Джимал. Алгулуш беш, алгул болит. Как найти? Фамилия удалил.
Уйра, удалить тинек. Здравствуйте, Рада Савиевич. Кристина Рада Савиевич. Здравствуйте, здравствуйте. Что думаешь про Муцераева? Думаю, хороший бард был. Так, я как бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум, всех приветствую. Я бы хотел сегодня обсудить одну тему. Ну, тема у меня будет самое главное, то, что в Гаагу мы подали, но заявление в прошлом году. И еще я бы хотел обсудить по поводу нашей легитимной власти. А то разные такие вопросы пошли. И после того, как я в прошлый раз высказал свое мнение по Ахмеду Закаеву, очень сильно, я много получил там видео одного и того же содержания, где Масхадов, президент наш, говорит, что там все начали там против него там что-то делать и так далее. И как бы этим объясняет, что Ахмед Закаев, ну, он там перечисляет всех, и в том числе называет имя Ахмеда Закаева. И как бы это получалось так, что вот Аслан сказал такое, и все, этот человек не заслуживает уважения. Во-первых, про многих Аслан вообще ничего не говорил. Вообще даже не упоминал никого. Потому что он не знал таких людей. Потому что рядом с ним не было таких людей. Да, и меня в том числе. Поэтому, во-вторых, Аслан Масхадов и Ахмед Закаев были два соратника, два друга, которые прошли Первую войну, победили в этой войне, ездили в Москву заключать договор с русскими и так далее. И в-третьих, или во-вторых, Аслану, который находился там в информационном вакууме, который находился в условиях боевых действий, Ахмед Закаев раненый был вывезен в Европу, приносили разную недостоверную информацию. И насчет этого он мог сказать такое. И они два соратника, да, вы можете тоже поругаться со своим другом, и если ваш друг кому-то там в личном отправит, вы отправите какое-то личное сообщение по поводу вашего друга, это не значит, что все, вы поставили крест на своем друге или там он на вас поставил. Это личное сообщение, которое не должно было стать оглаской. Но к чему извините, я скажу по-чеченски, потому что это моменты очень важны, это наши внутренние дела, которые других, в принципе, не должны касаться. Вая всех дуай саган хум ал сагир хум дальчхена, да, со Ахмед Закаев мабель юшвачон, со Ахмед Закаев харбол би хар хун куна хар даршхир ду ал вахи ан юшвачон, со сейн хитаря сей дал дал хайқалца қита қият қухум дага қухумана та пейд багячдишу. Ахмед Закаев милухинс, например, на сегодняшний день речь. Из-за этого байрк дагушился го. Дуак умарос уайланил байрка цухал айна. Легитимный милуатидит вольвельч аса харум тилланшон. Кара международное право це дадиеш, не сдадиешум дуар. Если мы международным правом это все не согласовываем, то у нас нет государственности. Я это и раньше говорил, и сейчас говорю. Хара закон душон. Куза лилшдол, низам дюняню алилшдол, низам душом подчалква, яяц богштейк. Для того, чтобы наше государство существовало, нужно 4 условия. Территория, население, независимая власть, то есть правительство, независимое правительство. И 4, способность вступать в международные отношения. Территория и население у нас имеются, язык, культура, все это у нас имеется. Остается 2 других фактора для того, чтобы у нас было государство. Для этого нужно независимое правительство, независимая власть, даже если она находится в изгнании, и способность вступать в международные отношения. Так вот, эта власть
Закаев могут вступать в эти международные отношения, и вступают, и ведут. Мы же всячески не сами ничего не делаем, плюс пытаемся нашу государственность, мы не Закаева свергаем или там обвиняем, мы нашу государственность лишаем. Ты что? Например, есть, давайте пример такой возьмем. Например, есть это простые вещи, которые вот приходится каждый раз объяснять, и мы сами себе стреляем в ногу, получается. Вот смотрите, есть, например, в Америке такой президент Трамп. Смотри, его избрали, ему помогали там путинские там или российские там хакеры, там добывали какую-то информацию, ну, много разных вещей говорят. При всем при этом этот человек остается у власти, хотя практически его обвиняют в измене. И при всем при этом все держат его, терпят его, ведут независимое, честное расследование. Наш лидер, да, на сегодняшний день, который является... И это не один Закаев. Вы можете подумать, что один Закаев и все. Вокруг Закаева есть Хусейн Исханов, который был как брат родной рядом с Асланом Масхадовым. И этот Хусейн Исханов абсолютно признает легитимность. И когда Ахмед Закаев возглавил кабинет министров, стал председателем правительства, это решение было не одного Ахмеда Закаева, это было людей, которые были рядом. И Ахмед Закаев не становится президентом, который должен освоить там многомиллиардный бюджет, да, и сидеть на этом. Нет. Ахмед Закаев несет тяжелейшее бремя. И мы, которые этого не понимаем, мы в соответствии с юридическими нормами лишаем себя государственности и, соответственно, с исламом наговариваем на человека. Потом есть еще один такой распространенный слух по поводу того, что Ахмед Закаев встретился с Абдурахманом Илюариза, Духвахой Абдурахмановым. Так вот, он встретился не с Духвахой Абдурахмановым, он встретился с российским чиновником при посредничестве европейских структур. И Сендиндер Олшик, во-первых, из-за политически мудрый ход архитсун. Для того это делалось для чего? Для того, чтобы международные структуры, которые бы организовывали эту встречу, они признавали Ахмеда Закаева, и никто не оспаривал его премьерство. Когда Дока Умаров сложил в себя полномочия президента, вице-президент, который с ним был, сложили в себя полномочия нашего президента, они ушли, отошли отстранились от управления государством. Кто-то должен был возглавить. Или мы должны были потерять выборы президента Дудаева, выборы президента Масхадова, 2 года войны, подписание договора о мире, выход из Советского Союза. И чтобы вот это все не произошло, Ахмед Закаев со своими товарищами, это не один человек это сделал, они приняли такое решение и сделали. И после этого Ахмед Закаев встретился с представителем российской стороны, который был уполномочен президентом России. И они встретились и провели переговоры. Это, во-первых, был очень правильный ход. Да, Уэйн, мы можем сказать, что встретился там с предателем и так далее. Конечно, предатель. Кто, они же российские чиновники, да, они предатели, но они российские чиновники. При всем при этом и та власть оккупационная, которая находится в России, прислала своего представителя от президента России, признала Ахмеда Закаева нашим лидером. И европейцы, которые участвовали в переговорах, тоже признали. Выдвигались условия со стороны Ахмеда Закаева выпустить, или, вот я сейчас могу ошибиться, там такие условия, там по заключенным были там условия и так далее. Поэтому я хочу вас донести. Вам может нравиться там что-то в Ахмеде Закаеве, вам может не нравиться что-то, но при всем при этом
у нас другой власти нету. Как только мы говорим, это сомнение, это я говорю про свое мнение, как я пришел к тому, что вот мы сейчас делаем. И как только мы перестаем признавать Ахмеда Закаева, у нас нет государства. Ты не можешь сказать, у меня есть государство, когда ты юридически не соответствуешь критериям этого государства. Если у тебя нет народа, то, например, крымчане не могут сказать, что у нас там, или там луганцы лугандонцы не могут сказать, что у нас есть государство, потому что у них нет народа как такового, который там говорит на лугандонском языке. У нас есть земля, территория, допустим. Если у нас нет территории, да, например, на сегодняшний день в таком положении без территории находятся цыгане. Если цыгане, например, объявят сейчас, что вот у нас есть государство, оно не будет никем в юридическом смысле считаться. По поводу признания нас кем-то, а я об этом еще раз говорил, признание достаточно самого факта провозглашения нового государства, чтобы у него появилась международная правосубъектность. Значит, мы уже являемся государством. Это все надо доказывать, доносить. Этим должны заниматься юристы. Но мы не должны сами себе стрелять в ногу и отказываться от своей государственности. Правосубъект. При этом акт международного признания всего лишь констатирует это событие. Что если нас международные какие-нибудь государства или ООН нас там признает, дает, только это констатирует. Это я вам просто юридическую сторону говорю. Это мы должны, хотим мы этого или не хотим, мы должны этого придерживаться. Закон есть закон. Мы не можем сказать, что вот мне не нравится, например, да. Или там некоторые выдвигают, давайте проведем голосование здесь в Европе и выберем другого, потому что Ахмед Закаев там уже кому-то не нравится, и я хочу. Я большей части уверен, что выдвигают такие люди, которые сами хотят стать на это место. Ну, я не знаю для чего, потому что в это время я бы, например, не взял бы на себя эту ответственность. Спасибо, я бы сказал бы. Поэтому мы должны четко понимать, из чего важно умду, вайкит есть умнах, юридическая сторона, если мы не будем сохранять юридическую сторону, для чего у нас не будет государства, я закончу мысль, для чего Масхадов проводил выбор, для чего мы избирали выборы, для чего мы проводили референдумы, для чего мы избирали парламент, потому что это закон. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали как государство, мы должны считаться с этим, мы должны исходить из закона, а не то, что мне вот сегодня не понравилось, и все, и после этого я там на всех плевал. Вот, в принципе, если кто по этому вопросу, есть какие-то вопросы, я постараюсь еще как-нибудь ответить, если кто не понял, что я говорю. Поэтому мы хотим этого или не хотим. И при всем при этом, это я просто объясняю, как юридическая сторона, мы должны понять, что на сегодняшний день лучше человека, узнаваемого, принимаемого и так далее, человека, как Ахмед Закаев, опытного, человека, который заключал с Россией мир, который прошел 2 войны, которого знают во всем мире, и в Европе, и в Америке, и так далее. Поэтому мы должны в этом плане быть не эмоциональными, а практичными. Мы должны соображать. Мы не можем сказать, что вот я тут так решил, и мне он не нравится. Потому что там товарищ на товарищ сказал, «Китик дейцу мадать». Так, дальше поехали. Теперь постараюсь еще поговорить. Кто не понял, так. Тут некоторые утверждают, что государство с шариатом относится к правовым государствам. Ты как юрист не мог бы опровергнуть эту ересь? Нет, почему же? Шариатское государство, оно является правовым государством, так как шариат это уже право. И поэтому противоречия, что оно правовое, в этом нет. Но другой вопрос, что значит шариатское государство? Просто некоторые мне задают вопрос, там, ты что, против шариата? И если я начинаю объяснять, ну, это не такие простые вещи, чтобы сказать, ты да или нет. И если начинаешь объяснять, что нужно как-то с окружающим миром тебе как-то сосуществовать,
Тебе говорят, ну, плоть ты уже не мусульманин, мне выносят таквир. Человек, который неизвестно кто, аноним, мне задает вопрос, я абсолютно могу быть уверен, что такие люди это ФСБшники, потому что именно на это я защищал этих людей. Те люди, которые сражались за ислам, которые воевали в их понимании за шариатское представление, эти люди, я защищаю, я общался с этими людьми, эти люди мне благодарны. Есть здесь, в Европе есть люди, которые за меня жизнь отдадут, в конце концов. И они мне не предъявляют, что я кафир, а как кафир, там, вероотступник, там, еще как они там могут назвать. Просто я хочу прийти к какому-то знаменателю и доношу свое мнение. Мне тут коротко, если ты этот или этот, и все, короче. Это как бы, ну, это такие сложные вещи, сложные материи, которые нельзя сказать так или так. Ну и сложно, короче, оказаться. Салам алейкум, Астам. Можешь оказать помощь адвоката? Ва алейкум салам, Адам Адамович. Адам, во-первых, я лишен статуса адвоката в связи с моей вот этой ютубской деятельностью. И чем я безмерно горд на самом деле. В наше время не иметь уголовного дела со стороны преступной путинской власти, я считаю, это даже, ну, как бы, ну, нехорошо. У меня пока уголовное дело, я пока не знаю, есть оно или нет, но вроде пока нет. Поэтому я не адвокат. Тем более тут в Европе я не владею языком. Я могу что-то посоветовать, как-то подсказать какие-то нюансы. Ну, в принципе, я адвокатом сейчас не работаю. Я больше сейчас журналистикой занимаюсь и просвещением. Так, Паша Федоров, как думаешь, всех военных преступников, совершивших убийство чеченского народа, накажут ли вообще? Паша Федоров, если вот как сейчас себя ведут чеченцы, которые говорят там, мы ничего не признаем, суд, уголовный суд Гааги или другие организации, это кафирск, это тагут, это мы не признаем, и я не знаю, они хотят жить в каменном веке и не привлекать никого к ответственности, тогда мы не привлечем. Если чеченцы осознают, что мы живем в большом мире, где международное право имеет большое значение, решающее значение, и поэтапно, у нас есть люди, которые это понимают, работают над этим, но есть люди, которые имеют там ПТУшное образование, вычитают какие-нибудь две суры из Корана и начинают всем рассказывать, что там это тагут, это кафир, этого казнить, этого помиловать и так далее. Поэтому вот эти вещи, они очень аккуратно к ним надо подходить. Ну, я думаю, мы привлечем, будем по мере нашей возможности привлекать преступников. Имена мы все знаем, огромный массив информации у нас имеется, и по мере возможности, да, будем привлекать. Так, я чуть-чуть пропущу. Просто христианам вслух режь слово шариат, говорит, как найти. И если не хотят вникать в шариатские своды законов, в шариате все продумано, далеко идущие ситуации и продумано во благо человека, говорит, как найти. Совершенно верно, как найти. И более того, международное право очень сильно, огромное количество всех принципов правовых повзаимствовано из шариатского права. Очень много. Сейчас не вдаваться в подробности, все это рассказывать, это будет очень долго. Но подавляющее большинство международного права состоит из шариатского права. И из принципов шариатского права. Не из шариатского права, а из принципов. Они общечеловеческие, они религиозные. И мусульмане, не только арабы, но вообще мусульманский мир в своем процветании, зарождении внес огромный вклад в науки, в математику и в разные другие науки внесено огромное количество полезного. Да, потом мусульмане упустили вот лидерство в этой сфере. Давайте развиваться, давайте конкурировать честно, с принципами прав человека, с уважением международного права. Давайте развиваться.
Не так, что вот если ты не согласен, все, ты с нами, с людьми, которые там стоят на страже 20-25 лет, на страже государственности, им выносятся какие-то там решения, то все, ты никто, короче, ты тут безбожник там, или там убить, там, не разговаривать с ним там туда-сюда. А с врагами ведутся там какие-то там разговоры, да, очень странно. И потом думаешь, кто же на самом деле эти люди. Что думаешь об Ахмаде Хаджи, говорит, в войнах 03-02? Я не знаю, кто такой Ахмад Хаджи, если речь идет об Ахмаде Кадырове. Я считаю, это человек, коллаборант, который перешел на сторону врага, который предал свой народ. Об этом все знают, это не секрет. Можно днем и ночью рассказывать, какой он был хороший, назвать все улицы, там, без исключения, в честь него. Но при всем при этом он остается коллаборантом. И в истории чеченцев, и в истории народа он останется предателем. Так. Так, Георгий, хватит мне вот это все писать. Давайте будем говорить о чем-то другом. Олег Станкевич пишет. Как найти? Когда я читаю Уголовный кодекс Беларуси, то мечтаю о шариате. Максим Гелла. Аслан, вы знали Амину Акуеву? Да, я общался в Фейсбуке с Аминой Акуевой. Я знал ее. Аслан, где можно сделать паспорт Ичкерии? Спрашивает Михаил Лаурент. Паспорт Ичкерии можно сделать на сайте Чечен Пресс. Зайти на сайт, там есть вся инструкция, зайти и можно заполнить там анкету, сделать там перевод, там какая-то сумма идет, и у вас будет паспорт Ичкерии. Так. Шамиль Чекуев. Да, правильно, Шамиля Чекуева больше нет. Ну, его поста, по крайней мере, с нами нет. Слава Украине, свободу Ичкерии, говорит блогер Сия Руси. Героям слава. Так, посмотрим. Эльдар Бинятов. Аслан, почему про Карабах не отвечаешь? Эльдар, что можно ответить про Карабах? Это старый конфликт, который Россия раздула, и я всех деталей не знаю, поэтому, ну что я могу сказать? Так. Андрей Уорлд, Аслан, ты золотой фонд Чечни, береги себя. Нет, я абсолютно обычный человек, который просто не смог терпеть и решил донести то, что я вижу и куда нас ведут. И видя несправедливость, которая по отношению к нашему народу испытывает, я вот решил донести. Каратель троллей. Аслан, Нохчи пассивный был насчет своих прав. Если им скажешь, что нужно защитить Судан от своих же диктаторов, сразу со всех щелей, как таракан. Каратель троллей. Да, я когда работал адвокатом, у меня был председатель коллегии нашей, татарин один, старый такой прокурорский работник бывший. И вот он мне говорил, Аслан говорил, вы, чеченцы, ребята конкретные, говорит. Когда вот с вами дело имеешь, если вот чеченец приходит как клиент, он говорит, результат. Я говорю, подожди, типа вытащить только, или как, все, только на результат. Я говорю, может год скостить, 2, там, преступление явно человек совершил, и доказательная база у следствия имеется. Как я могу его вытащить? Говори сумму, короче, и нужен результат, короче. Вот такого плана, мы, чеченцы, вот такого плана. Если надо потихоньку, поэтапно защищать, плюс они еще этого не знают, надо просвещать людей.
И когда этого не знают, ты им начинаешь доносить, некоторые просто, ну, темный лес, эти все эти законы, правила, и люди как бы плюют, у него там другая стезя, он ну, в другом специалист. А когда ты готов там взять автомат и захватить какой-нибудь там город, то это уже результат. Вот ты кровью, потом добился, это ты можешь. И, ну, всему свое время. Время воевать. Мы воевали не ради того, чтобы воевать, мы воевали для того, чтобы стать свободными. А теперь время защищать наши, отстаивать свои права по посредством права. И давайте все соберемся и будем отстаивать так. Нам нужны помощники, нам нужны люди. Тому же Ахмеду Закаеву для короля королем делает свита. Вы лучшие, кто смотрит, вы же сами образованные, толковые, которые знают намного больше, чем я. Давайте объединяться, давайте собираться, давайте реализовывать наши права. Мы должны добиться защиты своих прав. Вот такого вот плана. Мы всю жизнь должны защищать свои права. Когда установится наша власть, мы деоккупируем свою страну, нам опять же надо будет вернуться и все каждый день защищать свои права, отстаивать тут в Европе, потому что Европа будет нам тоже говорить, вот мы там вам вводим эмбарго на что-то, мы вас там экономически там это, мы нас то, и мы должны будем с ними судиться и будем это доказывать. Я был в Литве, в Вильнюсе, и там я разговаривал там, с очень уважаемыми людьми, и они говорили, что им постоянно приходится судиться, доказывать. Ну, это такая жизнь. Мы только не с автоматом, а защищаем свои права при помощи права. Так, скутер Дема. Аслан, интересно ваше мнение о дальнейших действиях Российской Федерации в Украине. Не может ведь все так? Ну, я так понял, не может ли все так продолжаться? Да, мне кажется, я уверен, что они от вас не отстанут. Абсолютно они от вас не отстанут, потому что великая путинская империя не может быть без великих славянских корней, которыми вы, к вашему несчастью, может быть, обладаете. Поэтому хотя бы они другой повод нашли бы, если бы захотели бы к вам пристать. Поэтому вам надо укрепляться. И для того, чтобы вам укрепляться, вам нужно вашему государству, вашему руководству государства, нужно не выдавать там чеченцев, ингушей России и отворачиваться, потому что чеченцы очень сильно реагируют. Мы, ребята, как говорил Рашид Мутагулыч, мой председатель коллеги, мы, ребята, конкретные. Мы, если видим чуть-чуть фальшь, ненадежность, мы сами, если мы считаем, что держим слово, соблюдаем договора, но если к нам проявлять такой момент, мы можем терять доверие абсолютно за 2 секунды. Поэтому надо относиться ко всем и укреплять свое государство. Я уверен, вы выстоите. Ну, если, конечно, все будете делать правильно и работать на то, чтобы выстоять, а не там делить посты там и так далее. Что ты думаешь о ситуации в Якутии? Иван Иванов. Я не знаю, Иван Иванов, о чем речь, не могу сказать. Так, Андрей Уорд, ты абсолютно точно... Андрей Уорд, ну, давай, цедуйцуешь. Очень многие твои сограждане не такие, надеюсь, когда-нибудь все чеченцы будут такие. Ну ладно, Андрей, вот, мои сограждане в 1000 раз лучше меня. Я самый худший из них, поверь мне, во всех смыслах. Почему многие интересные вопросы удаляете? Так, хочешь мира, готовься к войне. Совершенно верно. Посмотрите на Дальний Восток. Слава Украине, Вазген Мамедович, героям слава. Блогер Сия Руси. Аслан, что двинет Чечню к новому воспитанию? Блогер Сия Руси, что вы имеете в виду? У нас воспитание отличное, я тебе скажу, я вам скажу.
Мы поддерживаем тех украинцев, кто желает удалиться подальше от Кремля и его империализма, говорит, как найти. Совершенно верно. Асна, как насчет Темишева? Можешь сказать что-нибудь насчет его репортажа? Спасибо. Шамиль спрашивает. Темишев, вот, который тут там в Ютубе разные заявления делал. Вот я не знаю, я его не слушал до конца. Ну, я слушал там одного такой, полненький такой, сидел, там что-то рассказывал, с Шевченком, по-моему, там что-то он рассказывал. Ну, это чисто измена, чистой воды измена. Когда тебе говорят, да, у нас Конституция есть, нам ничего не надо, правительство не надо. Вот как только говорят, нам не надо правительство, все, ребята, с нами никто не будет считаться. Как только у нас нет Ичкерии, мы россияне. Запомните это. Или мы россияне, или если у вас есть гражданство европейской страны, вы вот гражданин этой страны. Все. Дьячуншу почал. Шугахиц и ададити правительство, адит закаев, адит и вову, и дику, и масхада виндийцан, и дудая виндийцан. Как только говорят, у вас нет правительства, нам это не нужно, когда освободимся, потом мы тогда сможем вернуться к той конституции и так далее. Мы потеряем преемственность власти. Все. Нету государства. Забудьте. Спектакль 2003 года под названием «Референдум о вхождении», там неотъемлемая часть, Чечня является неотъемлемой частью Российской Федерации, это узаканивается. Мы это не можем допустить. И даже если меня не станет, запомните, пожалуйста, эти слова. Это правило, это закон. Вой государство, вой яц алишачун, ху окунахила. Совельч виса и хум запомнить, да иш разница яцега закая вала милла вала и боех дагушвек таван закая у закаевин хум отца бохша шен алу короче чуа ала ол шум язаца деш сон года хаусиш шай пачал шу иш дала закаеви дуа деш мадаци вой хорам асайду алилеш дуар сом ва цани дуа эру алиш сун сайq ам сокит со хумна шокит дгеш чусо сун қитақуна хуриш поэт бачун. Но я получаю моральное удовольствие, безмерное от самого процесса. Так, почему Ичкерия должна восстановить, что должно запалить эту спичку? Почему Ичкерия должна восстановиться? Что должно запалить эту спичку? Я не понял вопроса. Ичкерия, она существует, она оккупирована. Как только оккупационные власти уйдут, мы восстановим свою. И это не важно. Например, Литва 50 лет находилась в оккупации, и у них было правительство изгнания, и они это держали. И для нас не важно, 50 лет это будет, 100 это лет будет. Ты россиянин или нет, вопрос. Я не россиянин. Мне российский паспорт всучили насильно, и мне выживать пришлось. Как найти? Аслан, не вздумай бросить это дело. Как найти? Как найти? Хайрви там зовут. Бросить там Ишмаяти. Так, Юртар Колхозник спрашивает, что ты думаешь о Навальном? Я считаю, я абсолютно убежден в этом. Навальный, у меня есть информация, еще когда я жил в Москве, что Навальный встречается там с этим, с Медведевым, там проводили там консультации. Это креатура Кремля. Это, помните, молодой Ельцин такой был. Это такой уже типа человек, который, когда завтра наступит час X, и если он наступит, они готовят все варианты, да, это Россия, да, она империя, у нее многовековая история, и они готовятся, особенно КГБшники, они такие матерые, такие ушлые парни, которые всегда думают, как бы соскочить, да, и как бы всегда не отвечать за то, что они сегодня делают. Всегда у них есть агентура, которыми они манипулируют, да. И точно так же был Ельцин, который в 91 году хотели штурмовать Лубянку, и Ельцин сказал, мы же не будем штурмовать, есть видео, между прочим. И он прям настаивает, мы же не пойдем, потому что надо было взять эти архивы, и тогда бы земля, Россия изменилась бы 100%, провести иллюстрацию и так далее. Я думаю, в этот раз было бы хорошо, чтобы на этот раз довели дело до конца, они не оставили на полпути это все дело.
Поэтому я считаю, что Навальный такой же человек. Навальный это абсолютный проект Кремля, это симулятор, искусственно созданный этот политик, который в 2011 году, в 2012 году я тогда еще ходил на эти митинги в Москве, слил он, Ксюша Собчак, вот это там Гудков младший, это все это симулякры, это не свободные люди. Они свободные люди, они приведут к тому же, система не изменится, вывеска изменится, там как меняется ФСК, ФСБ, НКВД, КГБ, там ЧК, как они там называют, также там Российская Федерация там станет каким-нибудь другим названием, но русский народ останется в рабстве. Это должны понимать. Соответственно, если останется русский народ, мы, чеченцы, тоже будем находиться постоянно. И то же самое касается и украинцев, и грузин, и всех остальных. Докуда у них будут силы дотягиваться. Поэтому Навальный это человек, который на фашистских русских маршах оскорблял мусульман, кавказцев и так далее. Я не знаю. Да, Джонни МакАлистер. Навальный был в составе гендиректора Аэрофлота раньше. Навальный, это я рассказывал эту историю в 2011-2012 году, когда они сливали митинги, когда люди хотели остаться, пойти на Красную площадь, на площади Сахарова, мы тогда все собрались и хотели остаться. И Навальный сливал эти митинги и говорил, не, не пойдем. И после того, как слили эти митинги, тогда около 100 тысяч человек в Москве вышло. И если бы эти люди остались бы, нашелся бы лидер, к этим 100 тысячам присоединились бы еще 100 тысяч, еще 1 миллион человек. Абсолютно в этом убежден. Но тогда Навальный слил этот митинг, и он получил, не один Навальный, их там много было, и он получил вот в Аэрофлоте, ему совладелец Новой газеты, да, такая газетка есть, которая тоже себя позиционирует очень свободной там, и так далее, генерал КГБ Лебедев, дал ему акции, я помню, эта информация была открыта, ее печатали. Поэтому Навальный это симулятор, с которым нам лично иметь дело не стоит. Салам алейкум, скажи свое мнение, кто выиграет на выборах Украины и почему они не признают Ичкерию официально. Удачи, брат, да особо лоялон, говорит Захар Шошев. Ва алейкум салам, Захар. Я не знаю, кто выиграет Украину, я надеюсь, что это будет Порошенко Петр Алексеевич. И почему они не признают Ичкерию официально? Я не знаю, почему не признают. Потому что украинцы не требуют этого. Мы этого не требуем, понимаете? Мы даже свое правительство, которое состоит из нескольких человек, которым нужна помощь, которым нужны финансы, которым нужны умы, силы, средства, мы их даже... Кто нас будет признавать, ребят? Надо, Вейда Мадиз, нету. У нас у Закаева, говорят, мне там пишут, а что Закаев сделал для беженцев? А что ты сделал? Что Закаев тебе должен делать? Никому Закаев не должен. Закаев держит это знамя, которое он поднял со своими ребятами, и на этом достаточно. Когда будет государство, будет бюджет у него, там нефть будет, налоги будут, все в этот бюджет, полиция будет, спецслужбы будет, Следственный комитет, прокуратура будет. Тогда, конечно, у него будут рычаги. А когда человек находится, которому вот недавно готовилось покушение, его убьют, и мы скажем, ну да, был хороший. И все. Ребят, давайте сами, без нас никто не сделает. Как украинцы сейчас делают, хал дамадуровай, дадарловай, угорвиша, хинзой томбаца без. Нам сейчас воевать не надо. Нам не надо, абсолютно, мы должны сохраниться. Мы должны доносить правду. Над нами совершен геноцид, над нами совершено массовое убийство, военные преступления, преступления против человечности. Юридически у нас все есть. Давайте доносить это. Евреи получили свое государство не потому, что они победили Гитлера, а из-за того, что они донесли, все предоставили, и над ними был совершен этот. Давайте доносить свои права, отстаивать. И дай. Так, будешь делать эфиры с Дедусиком или Полтавой, говорит Джонни МакАлистер. Ну, пока меня никто не звал. Так.
Максим Шевченко марионетка Кремля. Да, конечно, Максим Шевченко это управляемый человек. Если русские солдаты убивали неосознанно мирных жителей, то они не преступники. Ты согласен на это? Я не знаю. Человек, который убивает мирных жителей, конечно, это преступник. Это тем более оккупационная война, незаконная война. Взорвали 4 своих дома, да? Все мы помним. В 99 году взорвали дом Буйнакский, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. В Рязани, когда закладывали, были задержаны 2 сотрудника ФСБ, 1 девушка успела скрыться. Рязанская милиция на тот момент. Это всем известный факт. Это миллион раз. Так, поправь камеру, говорит, сядь нормально. Ты где-то там в углу получаешься. Ну как, Линда. Вот так лучше? Так, оставим, поправь камеру. Поправил. Так. Как найти? С Полтавой не надо, он много матерится, но работа у него полезная для Украины. Но он матерится не со всеми, он только с ватой. Так, пуск ракеты с корабля по рынку в Грозном тоже терроризм. Абсолютно согласен. Интересный бы диалог получился одесская хунта. Вот, кстати, Максим Алексеевич, вот я бы хотел вернуться к одесской хунте. Одесская хунта очень толковый мужчина, и, у него один такой момент такой в разговоре, когда он там общается. Во-первых, он нас называет чеченами. Во-вторых, некоторые вещи я хотел бы обратиться к украинской общественности, да, кто меня смотрит, украинцы. Вот у вас есть такой канал ОМ-ТВ. Я вчера буквально смотрел это ОМ-ТВ, и ранее он выдавал такие перлы. ОМ-ТВ говорит, что мы являемся частью России. Что вот вчера, например, раньше он это говорил, что Россия воевала в Чечне внутри страны. Потом он говорит, что вчера, например, был у него этот ролик, и он там говорит, что ваш этот премьер-министр, забыл его имя, в очках такой, которого обвинили, что он воевал в Чечне. Так вот, что он воевал в Чечне, но это было внутри России. Так вот, я бы хотел передать товарищам из ОМ-ТВ, что они работают на российские спецслужбы. Вот это мое мнение. Потому что ни один человек из объективных людей не может сказать, что мы являемся частью России. Мы никогда не были частью России. Из работников ОМ-ТВ, которые льют воду на мельницу ФСБ, российских спецслужб, я бы хотел один вопрос задать. Если мы были частью России, и ваш Яценюк, ваш премьер-министр, воевал в первую войну за Чечню, за Ичкерию, и мы были частью России, то для чего в 2003 году Россия провела референдум о принятии Конституции, и где первая статья, которая гласит, что мы неотъемлемая часть Российской Федерации. То есть о референдуме о вхождении Чечни в Россию. Не надо говорить за свою Украину, говорить за свой Донецк, Луганск, говорить за свой Крым и отказывать нам в этом праве. Видеть всю ложь и до этого, которую говорят российские средства массовой пропаганды, и нам отказывать в правде и говорить, что про нас говорят правду. Я могу юридически доказать и ОМ-ТВ, и всем, кто этого желает. Просто с нами никто не идет в суд, понимаете? С нами боятся идти в суд, потому что мы выиграем этот суд. Мы даже по массовому убийству, геноциду, отдали сейчас в Гаагу, и у нас боятся дело принять в производство. Заявление приняли, оно уже в архиве, но у нас боятся принять. Так вот, я могу поэтапно рассказать, как в 90-м году мы вышли из РСФСР и получили союзные республики. В 90-м году. И Москва это одобрила. Чечня это первая республика, откуда были выведены российские войска. В Украине они находились. Мы
так, настолько же независимое государство, как и Украина. Передайте, пожалуйста, это вот этим пособникам ФСБ из ОМТВ. Это моя просьба украинцам. Просто один вопрос, чтобы вот это все не перечислять, юридические факты, да, договор о мире подписанный и так далее. Просто один вопрос. В 2003 году для чего проводился референдум России, если мы были частью России? Для чего? И все. Да, Яценюк, Яценюк. Бех мобилля, Висарн. Бог Чуб говорит, извини, что опоздал. Ничего страшного, Чуб, можно в записи услышать. Что ты думаешь о Савченко? О Савченко, я не знаю, Савченко может быть креатура ФСБ, может быть просто такая боевая тетка. Ребята, это ваше дело, я уважаю ваш выбор, и это ваше дело. Ассаламу алейкум, Аслан говорит, Samsung Уральск. Доброй ночи, как ваши дела? Дай Аллах вам стойкость, терпение и облегчение в нелегкой ситуации. Говорит. Ва алейкум салам, Samsung Уральск. Спасибо. Так. Владик, он спрашивает, а где сейчас эти сотрудники ФСБ задержаны? Если, Владик, вы имеете в виду тех, которые задержали в Рязани, сразу после того, как их задержали в Рязани, рязанские полицейские, было совещание, как раз было совещание, не по этому поводу, а вообще их силовиков в Москве. И на этих силовиков выступал министр внутренних дел, тогда еще, Рушайло. И он сказал, нами предотвращен теракт, задержаны 2 лиц там и так далее. И в этот момент выбегает из этого зала директор ФСБ Николай Патрушев и журналистам заявляет, это были не взрывы, это был не теракт, не предотвращен теракт, это были учения. Все, с тех пор они были отпущены. Эти 2 человека отпущены. По разным данным, говорят, один из задержанных этих ФСБшников очень похож на Гиркина, Стрелкова, который матерый убийца, матерый террорист. Ну, это только так версия, я на это никак, конечно, не могу утверждать. Европа Ньюс. Аслан, даже Гордон сказал в интервью, что Чечня это, мол, Россия. Так, я хотел бы сказать по поводу товарища Гордона, да, который, ну, такой, коротко, очень коротко, короче, чем я, бритый. Так вот, уважаемый товарищ Гордон, вы очень часто любите выдавать там разные лестные там эпитеты в сторону чеченцев. Мы уже не ведемся на вот эти лесть, которые нам подбрасывают, и потом говорят, что мы часть России. Это вы, лично вы, товарищ Гордон, являетесь частью России, потому что вы являетесь пособником этой России, называя нас частью России. То же самое, что я говорю ОМТВ, я говорю этому Гордону. Гордон, не надо нам мстить, что мы какие-то воины, там, мы такие там сяки, держим слово. Мы знаем, что мы воины, мы знаем, что мы держим слово, мы знаем себе цену, и это вас не касается. Нам важнее не то, что вы будете нам льстить, да, и покупать нас этим. И чеченцы там эти ролики перекидывают. Вот, Гордон про нас сказал такое. А потом Гордон где-то заявляет, ну это Чечня, это Россия. Нет, Гордон, это вы Россия. Мы не Россия. И в любом суде я вам это докажу, что мы не Россия. И, возможно, скоро ваши следственные органы докажут, что вы Россия. Так. Так, я не успеваю, да, Чинхо Сардалов, я не успеваю. Так, Гордон, агент ФСБ, говорит Андрей С. Я склонен, Андрей С, так считать. Они любят нам там делать. Шевченко любит там про там мусульмане, там он-то какие-то хадисы, Коран приводит. Его жена там тоже, там чеченцы такие супер. Чеченцы, не ведитесь на эту лесть, не ведитесь. Мы знаем себе цену. Наши друзья это те, кто за нашу государственность, за то, чтобы расследовать этот геноцид, который нам сделал. А тот, кто наш геноцид не упоминает, кто нашу отказывает нам в таком же в законном праве, юридически обоснованном законном праве на нашу государственность, это такие же оккупанты, как и все остальные. Как это так? Андрей, 100% Аслан, Гордон, мошенник и дуримар. Ну, это тоже возможно.
Шевченко полезный идиот для Кремля, говорит, как найти. Я считаю, Шевченко не полезный идиот. Это человек, полезный идиот, это который не знает, что его используют. Да? Шевченко конкретно выполняет и знает, что делает. Это не полезный идиот. Так, Гордон, я Россия, Россия это я, говорит Рина. Андрей, что у тебя с клавиатурой? Говорит. Так, ассаламу алейкум. Джо Вайнаски, ассаламу алейкум. Джо Фатхи хотел демократическую Ичкерию. Опять начинается, ты что вкладываешь в демократическую Ичкерию, ты что вкладываешь в Ичкерию, что ты вкладываешь вообще, что ты хотел. И просто это не двумя словами задается такой вопрос. Давай объяснять. Дейна алтхулил вай бусалдин цадиещун эдукас. Дейна алтхулил вай бусалдин цадиещун. Бусал Надолишь, и провокация, давай мы говорим сейчас о других вещах, да. Если вам надо поговорить там про ислам, там это, религия должна быть отдельно. У нас есть суфисты, у нас есть такие направления, разные. Мы должны прийти к этому, мы должны найти общее понимание. В Чечне будут жить и иудеи, и христиане, и неверующие в Бога люди. У нас наша страна, которую мы строим, которая строилась Джахаром Дудаевым, Асланом Масхадом, будут жить все люди и все религии. И у нас будут права человека наравне, у всех будут одинаковые. Эти ваши вопросы мне уже чуть-чуть уже поднадоедают. Так, Ипполит Матвеевич, скажите про Немцова. Ну, что сказать про Немцова? Немцов человек, который был очень осведомлен во власти, был очень на больших должностях, очень умный был, признаваем был в Европе. Но когда в 1999 году были взрывы в Москве, и все знали, да, НТВ канал закрыли за это, на НТВ была такая передача, и это дело засекретили на 75 лет. Взрывы домов в Москве, НТВ канал закрыли, Кох помогал закрывать этот канал и так далее. Немцов предложил план Путину по урегулированию, по оккупации Чечни, да. Надо было уничтожить, этот план есть в интернете, уничтожить наших одиозных, как он там говорит, или там главных там боевиков, там бандитов, да. Почему-то Немцов не захотел уничтожить Путина, и Патрушева, которые взорвали дома его граждан, а захотел уничтожить чеченцев, которые там где-то в Чечне живут. И он как бы предлагал мягкий вариант, да, установление там русского наместника, который будет там управлять, разделить Чечню на горную, загнать все горы там и так далее. Короче, никто, Немцов в том числе, не предлагал с нами жить в мире. Да. Первую войну он собирал подписи и так далее. Некоторые политики делают не ради прав человека, не ради чего-то там возвышенных каких-то целей, да, а делают ради пиара и саморекламы. Поэтому, Немцов, при всем при этом, надо признать, он самый адекватный был и самый достойный человек, с которым можно было иметь дело. Конечно, он думал о России, но в какой-то степени он, как политик, играл на эти чувства. Это мое мнение, с ним можно соглашаться, может нет. Рахман Алиев, ассаламу алейкум, уважаемый Аслан. Что вы можете сказать про Казахстан, то, что сейчас там поменялся президент, и в целом спасибо. Я это говорил уже, Рахман Алиев, алейкум салам. Я говорил об этом. Я считаю, что казахи заслуживают намного большего, чем какого-то человека, который 30 лет правит и передает власть там другому. Так, Тойзан. Аслан, что ты думаешь о митинге в Ишете, что кроется за этим? Я считаю, что людьми манипулируют, я считаю, что там борьба против Евкурова идет, и людьми манипулируют. Знаю, в каком положении сейчас находятся чеченцы, с нами какую-то там землю, власть обсуждать. Я бы это не стал бы делать. Мне даже это обсуждать неудобно, если честно. Удивительно.
Мы оба, два брата, находимся в оккупированном состоянии. Так, Аслан, вам нужно на украинском центральном телевидении выступать, все по правде разложить. Будет очень полезно для общества и никого не щадить. Миша Мансуров говорит. Вот когда у вас выборы пройдут, я обязательно к вам приеду, Миша Мансуров. А пока выборы, я туда лезть не буду. Просто про Гордона, который говорит про чеченцев, что мы часть России, и про ОМ-ТВ, я обязан был это сказать, и я прошу своего модератора вырезать это, которого что-то я уже тут не замечаю, которого надо вырезать это, и для ОМ-ТВ отдельно, и для этого Гордона вот это отдельно выставить. А то эти тут решают за нас нашу государственность. Пожалуйста, ОМ-ТВ, там, Гордоны там, и все остальные, не лезьте в нашу государственность. Да, наше право, оно незыблемо, оно есть у всех, и мы его будем отстаивать. И наши бойцы защищают ваше это право, и ваши бойцы приезжали защищать, и не смотрели на то, что мы часть России. Так. Слишком идеализирован Немцов. Немцов был самый оптимальный на самом деле. Я вам скажу, как найти, с кем можно, мы, чеченцы, могли бы заключить договор при всем при этом. Я дружу, общаюсь с его двоюродным братом здесь, в Берлине, с Игорем Эйдманом, который всегда поддерживает нашу государственность, очень толковый, грамотный человек. При всем при этом я просто говорю, как было. Да? Немцов в политике предлагал разделить Чечню, предлагал план. Может быть, он таким способом хотел там, в какой-то степени спасти Чечню. Так. Ипполит Матвей. Вариант с Васильевым в Дагестане, только ранний Аслан. Ничего не понял. Жингзенг. А что ты сказал бы насчет джизия, если Ичкерия хочет быть исламским государством? Потому что там будут жить не мусульмане тоже. Вот этот вопрос с джизией, да, вот это такой очень интересный вопрос. Ну, как бы не обязательно вводить эти джизи, это там, если ты устанавливаешь какой-то, обязательно там вводить не обязательно. Например, тут в Германии, я не знаю, приняли этот закон или нет, тоже обсуждался вопрос, что на мусульман, или мечеть, которая тут находится, будет налагаться какой-то налог. И я начал говорить, ну это так, это же как джизя получается, да, тогда это налог, да. И я там говорил с одним человеком, который хорошо разбирается в исламе, очень образованный в этом деле. Он мне сказал, что не совсем это так, потому что джизя это такой маленький, такой номинальный налог от других налогов, от заката, который приносят, обязаны платить все мусульмане. Не мусульмане освобождены. И вот такой вот вопрос. Но я думаю, что нам до этого рано как бы доходить, этим должны заниматься ученые. Тем более ученые это в налоговом праве они должны быть, исламском налоговом праве. Поэтому я не считаю, что пока это надо обсуждать. Сейчас вообще у нас государство оккупировано, у нас 300 тысяч убито. Мне задают вопрос там про джизию, там про там это. Ребята, в худшем состоянии нас каждый день убивают, нас каждый день незаконно осуждают. В Чечне 37-й год, понимаете? Нету ничего, никаких прав нету. О какой джизи можно быть речь? Ребят, права на жизнь нет, самого основного права человека на жизнь нет. Право, свобода слова, право там, на там, справедливое там, судопроизводство. Никаких прав нет, понимаете? Так, лунный свет. Аслан, было бы здорово, если бы вы выступили на канале Айдера Муждабаева. Позовет, выступлю. Джахар Дудаев, Берланд Сила. Так, Джахар Муртазов. Аслан очень умный, знает, что говорит. Я только говорю то, что знаю. Я как специалист во всех областях, там, это не про меня. Но я не очень умный, обычный, чтобы это... Аслан, рулет когда или во сколько ты бываешь? По-разному бываю.
Так, что скажешь о Радио Свободы, об Эхо Москвы? Радио Свобода, мне нравится Радио Свобода. Да, это не чеченская радиостанция, которая говорит некоторые вещи, которые нет, которые мне не нравятся, да, и называет нас тоже частью России иногда, но при всем при этом они в свое время очень сильно боролись за наши права, доносили правду. А «Эхо Москвы» это рядом не стоит с «Радио Свобода». «Эхо Москвы» это помойка, которая делает вид, что она там какая-то свободная, независимая. Это все, и этот, как его, Венедиктов, это все агентура. Ассаламу алейкум, Астан говорит, Войнах 2018. Значит ли это, Аслан, что согласно нашей Конституции любой гражданин может подобрать знамя, брошенное лидером? Если нет, объясни, пожалуйста, ссылаясь, наверное, на закон. Нет, конечно, Войнах. В принципе, по исламу считается, что если кто-то бросил знамя, и если ты его поднял, то ты его несешь. Это в соответствии с исламом, как мне объясняли, да? Но у нас была своя юридическая процедура. И все юридические процедуры для того, чтобы Ахмед Закаев возглавил это государство, было голосование, было все принято. И в этом плане преемственность власти с юридической стороны, и здесь это признают европейские международные организации, преемственность власти соблюдена. Цунацаши Коячун. На нашу Конституцию, какие шаги для соблюдения правопреемственности были соблюдены? Ну, все были соблюдены. Было голосование, было решение Сараляпова, председателя парламента на тот момент, и все было соблюдено как надо. Михаил Бондаренко. Аслан, вам не кажется, что крымские татары оказались в похожей ситуации, как чеченцы? Да, Михаил Бондаренко, у нас очень схожа судьба и раннего времени с крымскими татарами. Крымские татары также выселялись, как и мы в 1944 году. Они, по-моему, в мае выселялись или в марте, мы в феврале. Ну, конечно, и та же самая оккупация, и тот же самый сейчас пресс идет, и как бы и тот же исламский фактор, и как бы на украинцев вешают там фашизм, нацизм и так далее. А на любых мусульман, все, мусульманин уже как бы это уже такая фишка, все, ты террорист, фашист, ну, исламист и так далее. И вот на Хизбут Тахрир я защищал несколько случаев, у меня было, я защищал еще в Москве Хизбут Тахрировцев, они абсолютно никакие не террористы, они свое у них видение, конечно, отличающееся от разных других там видений, никогда они не приемлют вообще насилие, они как бы добиваются по-другому вот этих всех путей. И их сейчас, Россия это считается экстремистской организацией, террористической, и огромные сроки дают. И даже кто, если ты не имеешь отношения к Хизбут Тахрир, тоже получается там большие сроки, и тоже обвиняют. Короче, да, Михаил Бондаренко, совершенно верно. Обрек Украины. Аслан, я тебя таким вижу в первый раз. Каким обрек Украины ты меня видишь в первый раз? Так, я очень много пропустил, поэтому я иду туда вниз. Аслан, а есть ли политики в Российской Федерации, мнение которых тебе интересно? Нет. Я прислушивался к мнению Гарри Каспарова, и я пришел к выводу, что это такой же имперец, такой же чувак, который конформист, который там врет, который прикидывается демократом, на самом деле таковым не является. Да, Ёхарный Бабай, Каспаров хороший шахматист, не более. Да. Так, Ичкерия Лев. Так.
Почему чеченцев, ингушей, калмыков, карачаев-балкар депортировали, а кабардинцев, осетин, дагестанцев нет? Это разные есть по этому поводу мнения. Я сейчас не могу по этому поводу точно сказать. Так, я был знаком, да, ну, слушал некоторые песни Тимура Муцураева. Борис Крик спрашивает. Ассаламу алейкум, Гуджан Алерой. На что ты там... Ну что там насчет несуществующего 23 февраля? Очень интересно. 2009 года. Это была ошибка, это была обычная грамматическая ошибка, которая попала, и все. Не придавай этому особо значения. Ты посмотри, как сам пишешь, да, где запятые ставишь, вон, где там, ну что там пишешь. Тоже очень важно правильно писать. Так, Руслан Чарто. Аслан, ты говорил с Мансуром? Руслан, с каким Мансуром? Скажи что-нибудь про Мансура Старого. Я Мансура Старого так несколько раз смотрел, но мне кажется, иногда он адекватные вещи говорит, иногда его заносит там, там призывал там кого-то там это. Ну, потом он, правда, извинился, что правильно сделал. Ну, как бы, я так не слежу за Мансуром Старым. Так я лично с ним как-то познакомился, да. Так, Скутер Дема говорит. Скутер Дема. Посмотрел интервью Дудаева вчера и не могу понять, не могу понять, как так точно мог предвидеть события в Украине и не только, очень образованный или информированный. Ну, во-первых, Джохар Мусаевич Дудаев был генералом советской армии и возглавлял секретную воздушную, там, возглавлял воздушные стратегические войска, да, там, не знаю, как точно называются. И Джохар Дудаев, конечно, знал планы Генштаба, и это были не просто там какие-то там разговоры. Человек владел информацией и предупреждал. Но все думали, что мы это говорим ради себя там, и так далее. Ну вот там скормим чеченцев, и все, и заживем. И вот, не получилось, да. Так, ассаламу алейкум, Аслан, как ты считаешь, какой процент чеченцев стали Ахмад силой? Я считаю, Ахмад силой, алейкум салам, Артуров, никакой процент не стал там. То работает на агентуру, ну там является агентурой российской. Эти люди, они есть, они составляют 2-3-5%. Остальные за свой народ всегда были, и нет ни одного чеченца, который бы был против независимости, свободы своего народа и против того, чтобы наказать виновных в массовых убийствах и геноциде чеченцев. Песочный человек. Аслан смотрел «Крутый 1918». Очень хороший фильм. Фильм напряжен, студенты противостояли большевикам. Были чеченцы в этом фильме, они учили студентов, как большевиков противостоять в 1918 году. Не смотрел «Песочный человек». Аду Давлетук. Ассаламу алейкум, Асан. Как ты думаешь, есть ли у Путина вариант, сфабрикованный дельцем тех терактов, и что он в удобное для себя время может их разморозить и повесить на чеченцев? Они уже повесили, мы уже потеряли сотни тысяч убитыми людей. Ну, конечно, так это и так признано за нами, да, это официальная версия Кремля гласит так, хотя дело засекречено. Так, пойдем опять пропустим все это, опять я отвлекаюсь, и мы долго. Так, Владимир Никифоров. Я русский, давно понял, что вся эта преступная авантюра в Чечне была для того, чтобы скрыть приватизацию и крупнейшее ограбление народа в истории. Совершенно верно, Владимир Никифоров, совершенно верно.
надо было отвлечь внимание российского народа, русского в первую очередь народа, потому что работает ведь не только над чеченцами, работает в первую очередь над русскими. И как бы вы являетесь основной силой, которой боятся. Мы можем как запал сработать, мы могли вас поднять на это. И вы, которые можете вот как основная несущая сила все это изменить. Соответственно, больше всего работает против вас и нас. Сейчас работает усиленными, активно против Украины. Поэтому, да, надо было отвлечь внимание. А что русскому нужно, если денег ему не давать, то он имперец, да, великая большая Россия. Соответственно, надо восстановить это величие России, и русскому подкидывается вот этот материал, миф о его величии, и что вот надо вот эту Чечню, вот такую на карте не разглядеть. И загробить нас, там, наших женщин, детей, мужчин сотни тысяч, и своих там, молодых, самых подрастающих парней тысячами, десятками тысяч. Так, Марк Робинсон. Может чеченским единомышленникам и украинским объединиться, будет, может, легче все это дело двигать. Марк Робинсон. Полностью согласен. Я вот этим и занимаюсь. Давайте объединяться. Нам надо объединяться. Мы должны нести дело в Международный уголовный суд Гааги. Мы вот смотрим, да, поставили лайки и все, на этом закончим. Нет, если мы не будем отстаивать свои права, за нас будут решать другие, понимаете? Ассаламу алейкум, Аслан. Апи Антковский. Эльд задает вопрос. Совершенно верно, Эльд. Извиняюсь, что забыл гиганта, глыбу, на самом деле, в моем понимании, человека, умнейшего человека, Андрея Андреевича Пьянковского. Да, Пьянковский. И Александр Сотник, мне тоже молодец. Ну, конечно, есть, да, я как бы... Речь, может, шла о политике, поэтому я просто не сказал про Пьянковского. Так-то и Илларионов есть, Илларионов, но странно, что Илларионов находился при Путине, когда были взрывы домов в Москве. Такие вещи, как бы, для меня это является показателем. Ассаламу алейкум, говорит РВ. Аслан, что скажешь о предотвращенном теракте в Харькове? Который вот недавно был, да, по-моему? Если о нем речь, ну, это отлично просто, отлично. Россию нужно признать спонсором терроризма и лишить ее, выкинуть ее из Совета Безопасности ООН, чтобы она не накладывала вето, совершает самопреступление или ее пособники совершают преступление, и она потом просто-напросто накладывает вето и не идет дальше расследования. Захар Чучиев говорит: Ассаламу алейкум, ва ицамат дугит хума хаяун. Захар. Ва алейкум салам, Захар. Ва ицадугит арду ва иваш и хум добиться денчулды. А ва давиться мудирду. Тахан ардин дини от Путина, от России, дахал дальдул. Из войн Гулкан использовать на Россия, Советский Союз, юрит, когда Российская империя, которая сейчас пытается возродиться, если она развалится, как Советский Союз, Украина получит свою свободу, Грузия вернет свои земли, мы получим свою государственность. Вот если мы будем на это работать. Мы должны развалить имперскую Россию. Мы должны работать на это. Не договорить там, что будет это, там, как относится там к шариату, там это, то все. Мы должны развивать. Потом у нас есть конституция, народ все это спрашиваем, выбираем и строим свое государство. Есть народ, мы не можем сейчас решить. Мы должны не говорить, а действовать на то, чтобы освободить свою страну. Освободить мы можем только, если разрушится имперская Россия, когда русский народ получит свободу. Поэтому мы должны на это работать всячески. Череи войнах. Аслан, ассалам алейкум. Как думаешь, в Чечне сколько будет продолжаться этот варварский власть Череи война? Ва алейкум салам. И дальше я очень сага Череи война. Это знает только Всевышний Господь.
Василий Теркин. Дякую, Аслан. Я уже все это пропускаю, я уже не знаю, за что вы мне дякуете. Ичкери йох бохш, дукнах бай итан. Да. Трамп, вай ичкери яхкано самагаттия. Вай кинах бай ит биш бац. Вай ичкери яхкан. Джонни МакАлистер, Аслан тебе с бородой лучше идет. Джонни МакАлистер, мужчине говорить про бороду, вообще-то это неприлично, непристойно. Да? Это мое сугубо личное дело. И у Кадырова тоже есть борода. И как там один там написал, у моей бабушки тоже растет борода, говорит, и что? Хасан, я не могу зайти в чат-рулетку с бородой, и со мной кто-то будет разговаривать. Не разговаривают они в чат-рулетке, если ты чисто не выбрит. Так что, господа, давайте соблюдать правила приличия. Так, ёкарный бабай, говорит. Аслан, вчера-сегодня США успешно протестировали систему ПРО. Успешно сбили баллистическую ракету на расстоянии 6500 километров. Как думаешь, нивелирует ли этот ядерный шантаж России? Думаю, да, но у России нет шансов. Я абсолютно убежден, у России нет шансов. Просто Путин пытается продлить эту агонию. Это мы просто думаем, что там все хорошо, потому что у них все хорошо только по телевизору. У России, у путинской России, у режима путинского нет шансов. Рано или поздно это будет все реорганизовано. Другой вопрос, как быстро это произойдет и какие усилия мы приложим историческому этому событию. Так, Михаил Лаурент. Аслан, скажи, если ты в курсе, когда будет марш Страсбург-Женева? Я не знаю, Михаил Лаурент. Если вы имеете в виду по поводу вот то, что заявление Саид Амин Ибрагимов писал ООН, и если нам откажут, мы заранее все это оповестим, обязательно это все будет сообщено. Господа, надо готовиться к этому, нам нужно вот этот марш, если нам откажет ООН, есть вероятность, что откажут, да, мы должны пройти марш, пеший марш, я не знаю, с какого города это будет, но это он дойдет до Гааги, скорее всего, конечная остановка будет в Гааге. Трудно это, как это, рюкзак, еда, вода, и мы должны это сделать. Это перед памятью наших погибших, перед предстоящими жертвами, которые, возможно, будут большой вероятностью. Мы должны это сделать. Мы должны привлечь Путина и его преступную клику к ответственности. Все у нас делается, просто нам надо принять в этом участие. И никто не будет погибать, мы не будем умирать. Да, они, может, будут убивать лидеров, да, кто вот это возглавляет это все. Человек, который рядовой примет в этом участие, он абсолютно в безопасности, ему ничего за это не будет. Так, каратель троллей. Аслан, в Чечне нет никаких прав, а люди рвутся освободить племя Рохинджа и в Ням-Ням за 8 тысяч. Парадокс. Иду каратель троллей. Потом роют какие-то колодцы в Африке. У нас в Польше сидят люди, там не могут границу пересечь. У нас здесь выдают людей просто. Какие-то колодцы, спасаем Рохинджа. Да, конечно, жалко, конечно, все. Но мы должны сперва о себе подумать. Аслан, непонятно, говори по-русски. Ижевск здесь, Дарт Вейдер. Ижевск, приветствую. Есть моменты, когда надо сказать своим на своем. И вы меня извините, ребят. Так. Аслан, в то время я встречу в Гааге. Чиновница, Борзио. Так, Аслан, Миша Мансура. Аслан, думаю, признание независимости Ичкерии нужно с помощью США добиваться, найти на них выходы. Гааг, думаю, к сожалению, не потянет. Будут искренне рады, если все так получится. Да, Миша Мансуров, работа ведется по всем направлениям. Просто вот наши западные партнеры, те же американцы, у нас очень много друзей в Америке, которые за нас переживают. Но есть юридические процедуры и есть интересы государства Америки. Так вот, когда мы, чеченцы, не признаем даже свое правительство и отказываем в этом, да, то у нас как бы государственность мы теряем. Но
пока есть человек вроде Закаева и его круг, который возглавляет это правительство, да, там ведь не сказано, там 4 условия, которые я перечислял. Народ, территория, независимая власть и способность устанавливать международные отношения. Так вот, у этого правительства не обязательно должна быть народная любовь и вся поддержка государства, вся поддержка всех людей. И даже Закаева могут вообще никто не поддерживать и не любить. Государство у нас остается. Поэтому другое дело, что мы можем делать, да, и какой вес будет у этого правительства, когда он приходит туда, когда поддерживают 300 тысяч чеченцев, которые находятся в Европе, когда только по одному призыву Ахмеда Закаева люди там выходят на тот же марш, да, который может быть организован, который, когда есть специалисты, там надо перевести документ, надо представить где-то там в международных организациях нас. За нас говорят русские, за нас говорят россияне. Вот в чем проблема. Специалисты, эксперты по чеченцам являются не чеченцы, а русские. Это неправильно. Поэтому и это затягивается, конечно. А так у нас есть полно друзей. И, конечно, с помощью США, с помощью европейских стран, юридических механизмов мы вернем свое государство. Как только Россия ослабнет, она в ближайшие годы или время, даже в этом году, в следующем году, она будет ослабевать. И мы будем восстанавливать свою государственность. И мы ведем, чтобы не было резни, мы ведем очень много убитых, обиженных людей на вот эту оккупационную власть, эту коллаборантскую власть. Много убито. Путин сделал так, что этот клубок не развязался. И чтобы не было резни, чтобы все было в соответствии с законом, чтобы мы избрали парламент, президент, исполнительную власть, правоохранительную свою систему укрепили, судебную систему укрепили, мы должны будем вести миротворцев. Мы не можем позволить вот так убивать людей. Когда ты не можешь найти убийцу, я знаю, что чеченцы очень озлоблены и не простят многие вещи. И что, ну, вот такие вот дела. Так, чири война. Мансур Садулаева лац вай цаш дуй я вай нюка баш хуюй. Босюк чири война. Сацанец гому яц, ну, Закаев, вай правительство признаваться ящик сун, я аудал хит, я предатель хит, потому что почалк, и сун важный, суа почалк, суа вай почалк, вай сохранится да ух, сун Мансур Садулаев, цаби гинават, хи сун милу амца. Так. Дал Мулла, леди 1974, говорит. Дал Мулла, он нам не откажет, и Сейд Амину не придется больше объявлять про пеший марш. Дал Мулла. Дай Бог. Ислам Шахиев спрашивает. Ассаламу алейкум. Каким человеком был Хамзат Гилаев? Ва алейкум салам, Ислам. Я разговаривал с близким человеком Хамзата Гилаева, который с ним прошел огонь и воду. Этот человек был гигантом. Да, во всех смыслах он орки. Вот этот человек. И достойный человек был. И таких у нас очень много. И тут в Европе они есть. Пока оташ будешь. Если они не говорят, как в Ютубе, как я сижу там, да, это не значит, что у нас нет достойных. У нас есть лучшие сыны. Вы даже не представляете. У нас есть огромное количество образованных людей. У нас так ситуация меняется скоротечно, что ситуация так кардинально изменится, что мы вернемся победителями. Ситуация абсолютно изменится. Дал Мулла.
И у нас здесь есть умы есть, лучшие умы есть. У нас есть лучшие из лучших сыны, дочери нашего народа. И все будет намного лучше, чем мы даже можем себе предположить. Я вас уверяю. Для США Ичкерия безразлична, говорит Синьцзянь. Ну, США, если это отдельный дяденька, которому, там, например, тому же Трампу, которому она безразлична, возможно, тогда да. Я знаю людей, которые до сих пор переживают, помогают нам. Та же радио «Свобода», например, на чеченском языке, она финансируется США. Если были безразличны, для чего? Например, ну там много моментов, которые я не могу даже говорить. Так, как ты относишься к Шамилю Басаеву? Шамиль Басаев, герой, легендарный Шамиль Басаев, герой чеченского народа. Были ли ошибки? Были, если сейчас такой вопрос. Шамиль Басаев один из лучших сынов своего народа. Майкл Лаурент, Баркал Аслан, иншаллах, буду там участвовать. Все будем участвовать, надо будет всем принять этот вопрос. Я буду об этом время от времени напоминать, потому что это очень важный момент. Линда, меня вопрос интересует. Женщины могут принять участие в марше? Я думаю, все могут принять участие. Просто этот вопрос, пешком надо идти, ночевать где придется. Это несколько дней, это несколько недель этот марш будет. И мы должны привлечь внимание. Если закон, право работает, если это международное право сделано для всех людей, и не исключение чеченцев, то это международное право мы должны заставить работать. Понимаете? Это такое вещь, дождь, я цараться олш. И я заставлял некоторые, когда люди бросали, говорили, не получается, я заставлял закон работать. Потому что мы должны добиваться. Да, это не тот случай, это не рядовой случай. Есть люди, которые намного больше сделали, чем я в своей жизни, там, за всю свою жизнь сделал. Но при всем при этом мы должны заставить. У нас другого выбора нет. Или мы должны сдаться и сказать, да, мы прощаем все, что нам сделали. Это ерунда. Какому-то подполковнику КГБ, который незаконно взорвав своих граждан, пришел к власти, мы прощаем этому человеку, убиты свои сотни тысяч людей, убитых, осужденных незаконно, замученных, продолжающих до сих пор убиваться. Нет, этого не будет, товарищ подполковник Путин. Так, я много опять пропустил. Так. Да, Жунга Зенг, вас просто хотят использовать, если ты сам вместо того, чтобы назвать, вас хотят использовать, если говоришь про радио СВО, не думай, что у вас так озабочены. Юнг Зенг, знаете что, давайте мы сами решим. Давайте, вас пускай не используют, а мы сами решим. Кто нас использует, кто нам друг, кто мы враг, мы знаем. Американцы нас никогда не убивали. Нас англичане никогда не убивали. Нас убивала 300-400 лет Россия. Устраивала геноцид. И этот геноцид до сих пор не закончился, и он продолжается. Понимаете? Наш враг Россия, имперская Россия. И непосредственно и в этой России является военное и политическое руководство России. Вот кто является нашим врагом. И не надо нам рассказывать, что там американцы нам делают и что не делают. Используют нас или не используют. Да, Россия нас не использует, только американцы будут нас использовать. Извиняюсь за эмоции. Амин. Слон Махмуд. Аслан, пусть Аллах поможет твоему народу, который унижает, унижает этот шайтан. Пусть Аллах сломает его хребет. Амин. Амин. Горец 06. Аслан Диквашу. Дересху. Ипполит Матвеевич, что станет с национал-предателями, которые сегодня оборудуют на захваченной территории? Какова их судьба, на ваш взгляд? Орудуют, да, вы, наверное, хотели сказать, Ипполит? Ну, все в рамках закона будет. Все, мы будем привлекать к ответственности всех, кто повинен в смерти, убийстве. Всех, кто повинен в смерти, убийствах. Эти люди будут
привлечены к уголовной ответственности. Конечно, это все надо будет доказать. Это огромный труд, огромный объем работы, который, может, займет десятилетия, может быть, и больше, но мы должны это сделать, потому что мы нация, мы государство. Или же мы приложение, бесплатное приложение к Мурзилке, как говорит Аушо. Джонни МакКаллистер. Аслан, ты родом с какого села? Я из Катарюшта. Чирей война. Путин, газ юк, вала юк, чирей война. Дук юк нагал. Лариса Казаева. Аслан, скажи простым рядовым, которые живут в Чечне, как можно помочь в этом нелегком деле? Обратись к ним. Ну, Лариса, я обращался ранее к чеченцам, которые живут в Чечне. Эти люди находятся в заложниках. Чеченцы, которые находятся в Чечне, эти люди должны, первая задача, сохранить свою безопасность, свою жизнь. Вторая задача, сохранить свою безопасность, свою жизнь. Третья задача, сохранить свою жизнь, свою... Все. То, что необходимо, нам нужно, если нарушаются права, да, этими преступниками, записывать имена, фамилии, данные, присылать нам, своим знакомым, высылать в Европу и пытаться привлечь внимание. Но, опять же, ссылаясь на первых 3 правила, сохранять свою безопасность. Люди находятся заложниками. Мы здесь находимся в Европе, и мы должны думать о том, чтобы для того, чтобы мы делали что-то. Они должны тихо сохранять свою безопасность. Так, Песочек. Аслан хотел спросить, как чеченцы относятся к празднику Пасхи? Чеченцы даже иногда не знают, ну, может, какие-то знают, что есть такой праздник, когда он происходит. Раньше, когда в Грозном мы жили, я узнавал о Пасхе, когда там соседи мои там разные цветные яйца приносили. Я их с удовольствием ел. Руслан Чат, Аслан Баркалхон Туахкитер. Масян Баркал Руслан. Сум дикаун ве положение. Со тригар хавиан дукка. Чири вайна сум жим воуза Аслан дик на остхило. Да мула свяжемся с индал на остал дидуй. Да мула на ости дукой. Слава Украине, героям слава. Так, если Путин умер, говорит Слон Махмуд, в 2006 году, кто управляет Россией? Так, ёкарный бабай. Аслан, мы будем дальше маршировать. Удастся на Агу маршировать будем. Удастся нас сразу. Мы будем маршировать, и никто нас не остановит на этом пути. Да, ёкарный бабай. Аллилуйя. Да, полностью согласен, ёкарный бабай. Будем маршировать, да. Карамлур, да, твой. Да. И до конца. Угорцы дизагой, карцедалер, до конца. И до Мамацевича, карцедал, да. У нас ситуация раньше какая была? Нам нужно было против варварской, бесчеловечной, многосотнетысячной армии, русской оккупационной армии, удерживать территорию нам нужно было. И это невероятно сложно, не имея ни авиации, не имея ни оружия, ничего не имея. Мы воевали только трофейным или купленным у них оружием. Очень тяжело все было. Ситуация сейчас в корне изменилась. В корне. Понимаете? Государство, нам страну уже удерживать не надо. Да? Надо бы, конечно, но мы ее уже не можем удержать. Поэтому у нас ситуация в корне изменилась. Что тогда делать? Мы здесь находимся сотни тысяч в Европе. Мы говорим на всех языках. Вы не понимаете, какой потенциал у нас есть. Один чеченец может здесь огромный шухер навести. Если эти чеченцы не будут размениваться, там алема сдуй, суфи стуй, вахаби стуй, хахаруй, вожуй цабош.
Если цены негат должен, если мы чисто, государство есть, все, нам больше ничего не нужно. Государство есть, мы прикрываем в соответствии с нормами международного права и страны проживания. Понимаете, это огромная сила. Вы не представляете, насколько у нас потенциал. Если бы вы осознали бы это, вы бы уже бы на это работали бы. Инзарениц мабуайга. Дэл мукла. Умшца дүйч там, сарца дүйч там, динца дүйч, херца дүйч. Иди вперед к цели. Вот. Зачем каждый через слово подчеркивать, я мусульманин? Ну, ты мусульманин, да, это твое личное дело. Зачем? Вы видели когда-нибудь христианина, который через слово «я христианин», рубашку рвет на себе? Или атеист, «я атеист», там он говорит. Нет, ну занимайся, ты же должен, ты подчеркиваешь, что ты чужой. Да, там, зачем? Зачем? Я не понимаю просто. Или ты работаешь на врага? У нас огромный потенциал, и нужны умные, образованные, владеющие языком люди. Так, дальше пойдем. Как ты думаешь, почему многие в Европе говорят, не надо лезть в политику, просто детей воспитывать в религии? Это на них пропаганда действует. Религия это обязательно, но само по себе ничего не изменится, говорит Аду Давлетюк. Полностью согласен, об этом и речь. Политика, у меня тоже такое мнение было, и до сих пор оно укоренилось. Это грязное дело. Да, это грязное дело. Но права-то мы должны свои отстаивать, правильно? Нас не могут просто так выкидывать там из страны, нас не могут там безнаказанно убивать. Нас не могут убивать сына, приносить отцу, бросать, говорит, мы это застрелили. За что нас убивают? Вопрос. Эй, люди, европейцы, американцы, чеченцы, украинцы, за что нас убивают? Почему мы молчим, что нас убивают? Почему мы говорим там, Кадыров сделал, Кадыров не сделал, Кадыров никто. Делает Путин и ФСБ, вот кто делает, понимаете? Сегодня уберут Кадырова, приведут другого. Мы воюем не между собой, чеченцы, мы один народ. Как бы мы ни молились бы, даже вообще из нас кто-то в Бога не верит, это наши граждане, там среди нас и русские граждане есть, граждане Ичкерии, и армяне есть, и евреи есть, и дагестанцы есть, и ингуши есть. Мы разные, разных религий, разных конфессий. Против нас убивают русские, нас убивает Россия, нас убивает имперская Россия. Мы должны это понять. И какая здесь политика? Это не политика, это просто надо нам сохраниться. У нас открывают мечети и спортзалы. Где у нас заводы, университеты, фабрики? У нас качают нефть на миллиарды долларов. Почему нам ничего не дается? Потому что мы оккупированы, у нас нет никаких прав. Мы говорим, перестаньте нас убивать. Дайте нам наши права. Или скажите, международное право для всех, кроме чеченцев. Скажите открыто, это будет честно. Так русские с нами ведут. Мы россияне, у нас права, и наши права не соблюдаются в России. Понимаете? И скажите, международное право заявите. Гутерреш заяви, там, ООН, там, Трамп заяви, Меркель заяви, все заявите. Да, у всех есть права, у чеченцев их нету. Мы хотя бы будем знать, что у нас их нет. И мы должны свои права отстаивать. И это не значит, что если какой-то там политик сказал, ситуация меняется, и мы должны добиваться этого. И только мы сами можем. Цанна даст, никто за нас этого не сделает. Мы должны, свободные люди, все остальные, не делить, ты там еврей, ты там украинец, ты там русский. Нет. Мы все свободные люди, которые думают свободно, которые должны за свои права стоять. Мы должны строить свои свободные государства. А не какой-нибудь там мерзавец, ублюдок, захвативший власть, должен 20 лет управлять и убивать нас. Прошу прощения за эмоции.
Так. Арнольд Ван Дамов. Аслан, допустим, Русь развалится. Что с Кафыровым будем делать? Это будет суд решать, Арнольд. Чири война. Вайхаллак дардиц ди бог. Чири война говорит, что нам предлагают забыть то, что нас убивали. Да, я с этим не согласен. Чири война. Миша Мансуров. Нужно заявлять о себе на мировых СМИ. Согласен, Миша Мансуров. Конечно, надо заявлять. Но для того, чтобы заявлять, мы должны показать, что есть, нас много есть. Например, вот смотрите, такой случай. Я много занимаюсь вот нашей правозащитной деятельностью и везде пытаюсь доносить. Я один, я не знаю языка, у меня нет ресурсов, да. Я пытаюсь там как-то что-то сделать. И, и вот ну, я во многом ограничен, да. И вот я начинаю добиваться чего-то. И мне говорят европейцы, ну, а почему? Ну, никто же не говорит, говорит, все нормально. Понимаете? Когда я говорю, нас убивают, у нас права нарушаются. Говорят, ну, ты только один это говоришь. Ну, может, ты преувеличишь, может, ты психически нездоровый человек. Может, ну, смотрите, у вас там дома строятся, власть есть, там все на марш ходят. Я говорю, люди в заложниках находятся. Ну а почему здесь, в Европе, вы же здесь свободные люди, почему вы здесь ничего не делаете? О, Сюик, мне лично это говорили. Почему мы не делаем? Вот у меня вопрос к чеченцам, которые сидят, ингушам, которые здесь сидят, дагестанцам, которые здесь сидят. Почему мы не делаем? А? Почему, если у меня нету бороды, все, ты не мусульманин, я лучше пойду в мечеть, это все там кафирские штучки. Прийти здесь просить политического убежища у немусульманина, это нормально. А когда надо защитить свои права, это кафирские штучки. Вот в чем наша проблема. И вот когда умер Юсуп Хаджи Тимирханов, убили которого в русском концлагере, Юсуп Тимирханов сказал, пришли люди на его похороны. Когда эти люди пришли на похороны, там сотни или 200 тысяч вышло, мужчин только, со всего Кавказа, в основном Чечни, Дагестан, Ингушетия пришли. Так вот, этот человек сделал больше, чем многие сделал. Этот человек показал всему миру, и русские испугались, и после этого они убили наших детей. Они убили 10-летних, 12-летних детей. Нас еще раз, это такой впрыск страха, который нам наводят. Понимаете? Они живут нашим страхом. Ой, дег даал диз хархарцу ла еще шац. Хархарцу ит еще шац. Цаачакца бос. Цааш без атыби заложников в тюрьме человек ничего не может. Только умереть он может. Никто не должен дома ничего делать. Здесь, в Европе, люди должны организоваться. Мы должны создать гражданское общество. Мы должны по одному зову ходить. У нас должен быть фонд, куда деньги собираются. Потому что кто-то не может приехать. Нам нужны переводчики, нам нужны юристы, нам нужны журналисты. Мечадовой. Кто не хочет светиться, это тоже можно делать. Да, против нас ведется сучья война. Против наши родственники в заложниках находятся. И мои в том числе. Но при всем при этом кто-то будет выступать вперед. Давайте делать по возможности. Кто какой? Я это могу. Я могу выделить столько денег. Я могу перевести этот документ. Я могу там составить там юридически грамотный такой документ. Я могу как журналист этот текст написать или добыть такую-то информацию. Кто-то заявит об этом. Я могу быть, который это заявит. Если меня не станет, другой должен прийти. Но мы должны этого добиться. Или мы россияне, или мы теряем 25 лет пота, крови, трудов огромного количества людей, целого народа. Дит бовайк, дит ища мяцвай. Аж цамуца да куза дитер нахбук эзгбу на осты ушметкбу. Поэтому мы должны отстаивать свои права здесь и сейчас. Лек, почему вы не учите европейского вуза? Получать знания, делайте, чтобы были в соответствии с знаниями. Мы учимся, Лек.
Мы учимся. У нас мало, конечно. Ребята, чеченцы конкретные, им сразу результат нужен. Знаете. Но у нас есть и ребят, которые учатся в вузах. Иншаллах. Так, каратель тролли. Аслан, молодежь загнали в восьмиугольники, как в Древней Риме рабов, и устроили себе зрелище. Доведи до них, что Наполеон был ростом 1,60 м, но был умнейшим стратегом. Да, каратель тролли, совершенно верно. Совершенно верно, каратель тролли, совершенно верно. Самый сильный мускул – это мозг. Давайте использовать этот мускул. Конечно, спорт это очень хорошо. Симба КЛФ. Манис Люко. Наши братья здесь ходят в мечети, слушают имамов радикалов. Говорят, что сунну, но не хотят читать Коран. Смотрят на внешность. Если борода, нет бороды. Есть хиджаб, нет хиджаб. Ну да. Хиджаб бадыдыч. Фарз думай, dediler. Zudarshan. Можем, кыварзая. Фарз дек аздошин. Ламаз да марга коб да. Так, был ли русский в той войне или в прошлых войнах, которые чеченцы уважали? Владимир Никифоров. Были ли русские в той войне или в прошлых войнах, которых чеченцы уважали? Ну, может быть, это был Лев Николаевич Толстой, который потом описывал это. Ну, так, я думаю, что немного в захватнических, имперских войнах вели себя русские достойно. Скорее, ну, скажем так, захватнический войн, несправедливый войн, это уже как бы говорит о том, что поэтому я сейчас не могу сказать. Ну, может, сейчас вспомню, сейчас просто, может, резко сейчас не знаю, как Пьянковского мне тут напомнили. Так, какой Наполеон идет президенту Украины? Команды З. Так, читаем книжки. Правильно. Так, Дав-Ам. Аслан, сделай обращение насчет создания общего фонда, который бы защищал чеченцев, если про нас пишут СМИ. Без денег не выиграть в суде. Да, про нас пишут. Например, тут в Германии огромное количество вот этих разных пропагандистов было, которые чеченцев пытаются дискредитировать. Лично я боролся с этим. Я пока заткнул. Появляется некоторая, сейчас появилась одна немка, она пишет на немецком, и я поэтому не всегда получаю информацию, так как я еще не в немецкоязычной среде. И как же ее фамилия? Ну, надо было бы сейчас ее упомянуть, эту фамилию. Так вот, она тут рассказывала, что вот эта наша папаха, каракулевая шапка, это символ власти чеченцев. Такой специалист чеченцев, который вообще не знает ничего про чеченцев. Я такое впечатление, что слушаю российских пропагандистов, когда ее слушаю. Она на меня обиделась, я ей по-русски писал в Фейсбуке, обиделась, удалила мой комментарий, и, по-моему, там мне запретила, или из друзей меня удалила, мне уже нельзя ей, по-моему, там писать. Но есть такие моменты. И нам надо, да, по поводу фонда создавать. Ну, надо создавать. Давайте организовываться. Я раз в 2 недели, 2 раза в неделю провожу вот этот стрим. Давайте организовываться. Давайте привлекать инвестиции. Без денег ничего нельзя сделать. У меня на сегодняшний день, я, например, все свое время занят там написанием каких-то бумаг, каких-то текстов и вот общение там вот в эти. Я делаю все, что я могу. Мне нужны наосты, мне нужны помощники, все национальности, все переводчики мне нужны, юристы нужны, журналисты нужны, кто готов брать и работать 24 часа в сутки. Ну, это не приносит дохода, конечно, но надо этим заниматься. Так что давайте работать. Да, кстати, Андрей С. на интервью у Дудя Гордон был в красных ботинках, голубых носках, белых брюках. Ну так, это такой чисто КГБшный трюк такой, да, показать, что мы такие вот, мы за вас. А потом сказать, не-не-не, это же совпадение.
Ну, если это так. Гордон, я уже разочарован. Гордон полностью. Владимир Путин. Аслан, поздравляю, ты президент Украины. Сейчас в Киев полетишь. Владимир Путин. Вот тебе сейчас в Гаагу слетать. Так, зачем на Ичкерии Конституции, если светское государство, нам нужен шариат? Ибраим Иман Алиев. Ну что ты сидишь, Ибраим? Делай шариат. Кто тебе мешает? Конституцию убери. У тебя ее и нет, в принципе, если ты ее не признаешь. Ты же, наверное, живешь где-то в России. Каратель троллей. Недавно слушал, который, да, это ладно. У нас еще одна проблема, наши амбиции, да. Так, Аслан, вот ответ Владимира. Были русские, которые мы уважали, которые с нами погибали, с нами страдали и вместе воевали против Руси. Захар Чешоев. Абсолютно с тобой согласен. Много было русских, которые воевали, наши граждане из России приезжали, воевали, в том числе мусульмане русские приезжали и воевали. Конечно, это наши русские. Он имел в виду тех, кто против нас воевал, кого мы уважаем. Ичкерия Лайв хотел, чтобы он зачитал и сказал свои мысли. Я вот не знаю, что тут. Так, ребят, мы уже почти 2 часа. Еще 5 минут посидеть. Так, Иман Алиев. Мы признаем шариат, живу в Германии. Иман, ну тогда надо тебе не в Германии жить. Здесь ведь, как ты знаешь, не шариатское правление. Может тебе поехать в Саудовскую Аравию, там пожить. А? Макс Гартнер, Путлина в Австрии примем со скрепной русской традиции. Так, Арнольд Ван Дам, Аслан, президент Украины, валлай, Украина напала бы на... Аслан, президент Украины, валлай, был бы я Украиной, Украина напала бы на Русню, говорит. Нет, я бы не напал бы на Русню. Так, Юнгзенг опять. Реалити. Ты говоришь о российских преступлениях. А что насчет чеченских преступлений? Басаев, Хаттаб и так далее. Напомни, пожалуйста, Басаев, Хаттаб. Какие? Басаев. Хаттаб какие совершал преступления? Хаттаб не нарушил ни одного уголовного кодекса Чеченской Республики. Он воевал против оккупанта. Это наш доброволец, который прибыл из иностранной страны. Как у вас там, например, ваши вот эти бандиты воюют на чужой территории, в Донецке, Луганске, там, в Сербии, там, с Австрии, еще откуда там приезжают вот эти бандиты. Хаттаб приехал и воевал на нашей земле против оккупантов. Хаттаба оставим. Басаев, да, Басаев захватывал школу, по его приказу захватывали школу в Беслане. Это была диверсионная акция наших бойцов, которая, да, является, на мой взгляд, преступлением. Больше я не знаю его преступления. Еще какие у него были преступления? Расскажи, пожалуйста. Так. Дик Аблос. Мусульманин обязан жить по шариату, а не искать виноватых, кто мешает жить по шариату. Мы живем по шариату. Кто мешает? Мы молимся, у нас мы родились в браке родителей, которые поженились по шариату, мы хороним по шариату, да, полного шариатского правления нет. Я не знаю, чего люди добивают. Никто, не знаю, очень сложно. Так. Да, и ИПП, и ИТ говорит. Сейчас, особенно нам, чеченцам, надо определиться с гражданской позицией и быть активным. Совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас мы в безопасности, понимаете? Они не могут нас убивать, как в Чечне. Поэтому я говорю, все, кто в Чечне, должны остаться и тихо ждать. Мы здесь есть. У нас огромный потенциал. Нам не надо никого бояться. Да, убьют одного, да, убьют 10. Ну вот, например, в Австрии они убили Исраилова. Поймали, задержали, 3 сидят, 1 ударился в бега. После этого Кадырову запретили въезд
Евросоюз и так далее, наложены санкции были, конкретно понесли ущерб. Ну, убьют еще 10, убьют еще здесь. Ну, они здесь, бандиты, когда приходят нас убивать, да, они задействуют каких-нибудь местных там, которые будут ловить и сажать. И потом по цепочке будет выясняться, откуда идет. Следствие здесь работает, конечно. Но ну и что нас убьют 10 человек? Ну, нас тысячами там убивают. Но мы не в их юрисдикции. Они здесь бандиты получатся. Они здесь преступники. Там они вооруженные, в их юрисдикции. Пришли, взяли тебя, забрали, током попытали тебя неделю и потом убили. Здесь это сложно. Конечно, опасно. Мы знаем, с какое государство мы имеем отношение. Но мы должны защищать свои права. Потому что если мы не будем защищать, вы халлах греш, вы должны понимать это. От и еще шун, ну вы халлах греш, ну вы от и че халлах греш, понимаете? Нас уничтожают. Мы перестаем быть как нация, понимаете? Это просто, если сидеть, нам дали все там, живите. Вы отдыч дальше, нас не оставляют. Так. Я не знаю по поводу Юрия Шеше задает вопрос. Аслан, как думаешь, Юрий Дуда это такая фигура? Я не знаю, я этого Дудя видел там 2 раза, я вообще не знаю, кто это такой. Война. Так, мы уже 2 часа говорим, это очень много. Приятно было со всеми пообщаться, послушать вопросы. Я надеюсь, я был полезен в этом общении. Я пытался до вас донести, буду доносить до вас еще. Будем делать все, что в наших силах, чтобы донести позицию, для того, чтобы нас перестали убивать. Всем желаю удачи, всем желаю всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Все, выключаюсь. Как тут выключаться? Я еще пока не знаю.